Почему узбекам считали до сегодняшних дней казаха первого в истории олимпийского чемпиона Алжана Жармухамедова? Первый казах – олимпийский чемпион. Первый в истории олимпийский чемпион казахского происхождения, баскетболист, центровой, ростом 207 см Алжан Жармухамедов 2 октября отметил 75-летие, а уже 4 октября он прибыл на историческую родину из Москвы, где сейчас проживает. В Алматы состоялось торжественное мероприятие в его честь. Корреспонденты воспользовались уникальным шансом и обстоятельно поговорили с Алжаном Мусурбековичем о секрете побед советского спорта, победе советских баскетболистов над американцами в финале Олимпиады в 1972 и попросили дать совет молодым спортсменам, как не заболеть звездной болезнью после выигрыша медалей и найти свое призвание после завершения спортивной карьеры. Финал баскетбольного турнира на Олимпийских играх 1972 года навсегда остался в истории спорта. Тогда баскетбольная сборная США впервые осталась без олимпийского золота, уступив сборной СССР в самой концовке игры. За 3 секунды до финальной сирены советские баскетболисты трижды вводили мяч в игру из-за остановки и проблем с отсчетом времени, но в итоге выиграли победу со счетом 51-50. Из 12 игроков олимпийской сборной в живых остались 4. Один из них – Алжан Жармухамедов. Долгое время Алжан Жармухамедова считали узбеком. На это обыватели наталкивали факты его биографии. С 1963 по 1967 год Алжан учился в Узбекском государственном институте физической культуры в Ташкенте, играл за СК Ташкент, был привлечен в сборную СССР, стал чемпионом Европы в 1967 году. Старший тренер ЦСКА и сборной СССР Александр Гамельский уговаривал Жармухамедова перейти в его клуб. Получив отказ, не взял спортсмена на Олимпиаду в Мехико в 1968 году, а потом на чемпионат мира в 1969 году. Тем не менее, корни звали домой. Дважды Алжан Жармухамедов пытался перейти в Алматинский Буревестник, но его возвращали в Ташкент. Спор между двумя республиками за талантливого баскетболиста решала Москва. В октябре 1969 года на квартиру Жармухамедова пожаловали второй тренер московского ЦСКА Асхатов, офицер из военкомата и 2 солдата. «Собирайся, мы за тобой приехали». Вот письмо за подписью заместителя министра обороны СССР маршала Соколовского. В ноябре 1969 года, когда у него родился сын, Алжан Жармухамедов стал играть за московский ЦСКА, где его и стали считать узбеком. Но в журнале «Физкультура и спорт» 1972 года номера 10 в официальном списке чемпионов Мюнхенской Олимпиады 1972 года Алжана Жармухамедов обозначен как казах. Таким образом, Жармухамедов является первым казахом олимпийским чемпионом. Добро пожаловать в Казахстан! Поздравляем вас с юбилеем! Расскажите, пожалуйста, как отметили круглую дату? Я отношусь спокойно к таким датам. В Москве ЦСКА будет устраивать мероприятие. Клуб ветеранов организует здесь. В Алматы поздравили. Я был даже против, но они настояли на этом. Что нужно отметить. Мои дети предложили устроить банкет в ресторане. Я также не обрадовался этой идее. Какие чувства вы испытываете, когда приезжаете в Казахстан? Это моя родина. Я родился в Бостандырском районе Южно-Казахстанской области Казахской ССР в селе Таваксай. Так в свидетельстве о рождении написано. Уже после того, как я родился, Никита Хрущев передал этот район Узбекистану. В Казахстане живут родственники, друзья и в Кызылординской области, и в столице, в Жезказгане. На Олимпиаде в Москве
Золотую медаль завоевал борец-классик Жаксылык Ушкемпиров. Долгое время именно Ушкемпиров считался первым казахом, ставшим олимпийским чемпионом. Расскажите, как историки спорта отыскали вас? Обо мне узнали случайно. Долгое время все считали, что я узбек, а потом как-то я давал интервью журналистам Казахстана. Меня начали спрашивать, кто я, откуда, спросили про отца. Я рассказал, что его звали Мусурбек. Он казах, из рода Жаппас. Мать Прасковья Жирокина, запорожская казачка, бежавшая от голода из Украины. Репортеры были удивлены тем, что я знаю, из какого я рода, Жуза мой отец. То интервью дал толчок. Приехали в Москву корреспонденты, телевизионщики, сняли фильм. Началась полемика. Да, мой отец казах, мама русская. То, что я неполноценный казах, может быть, это кого-то смущает, к этому отношусь спокойно. Я не стремлюсь к тщеславию, но, конечно, я стал в 1972 году олимпийским чемпионом, Ушкемпиров в 1980. В 2017 году в России сняли фильм «Движение вверх», посвященный победе советских баскетболистов над США на Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года. Что об этой картине вы, как непосредственный участник того невероятного матча, можете сказать? Насколько достоверно в кино все показали? В 1972 году американцы впервые проиграли Олимпийские игры в баскетболе. Ранее они с 1936 года, когда баскетбол впервые включили в программу Олимпиад, никому не проигрывали олимпийские финалы. Для них то поражение в 1972 году было большой неожиданностью. Поражение в Олимпийском Мюнхене в баскетболе входит в десятку неприятностей для США за всю историю. А фильм, конечно, художественный. Очень много придумано сценаристами, чтобы зрителю было интересно смотреть. Естественно, на самом деле мы тогда не ездили на свадьбу куда-то в горы, не пьянствовали, не играли в стритбол с уличными баскетболистами. Но самое главное в фильме, очень здорово передали драматизм олимпийских баскетболистов финала 1972 года, особенно последних 3 секунд. Не зря фильм побил рекорд по прокату в России. Зрители восприняли это очень хорошо, и мы, спортсмены, вспомнили тот накал. Расскажите, пожалуйста, какую задачу перед поездкой в Мюнхен 1972 поставило советское государство перед своими баскетболистами? Как обычно, нашей задачей был выигрыш с серебряной медалью, поскольку баскетбол у США тогда еще никто не мог выиграть. Остальные команды были объективно слабее сборной СССР. Но мы, спортсмены, всегда стремимся быть только первыми. Несмотря ни на что, на это держится весь спорт в принципе. Поэтому у всех игроков было желание выиграть золото, стать олимпийскими чемпионами. На финал против США мы выходили с большими желаниями победить. С первой же минуты повели в счете. 8-10 очков была разница. Но в концу игры американцы смогли забить нам 2 штрафных и выйти вперед. У нас осталось всего 3 секунды. Тренер Кондрашин в тот момент сказал, что 3 секунды очень-очень много времени, за которое можно выиграть и еще раз проиграть. К счастью, тогда мы успели только выиграть. Историческая победа свершилась. Какова была ваша роль в этой победе? Я думаю, что не маленькая. Тренер меня держал в этой игре практически без замены. Из 40 минут игровой времени 36 минут я провел на площадке, отдыхал 2 минуты в первом тайме и 2 минуты во втором. Делал на площадке все, что от меня зависело, чтобы принести команде пользу. По некоторым информации, для руководства СССР даже серебро на Олимпиаде во многих видах спорта считалось проигрышем. В баскетболе тогда серебро было запланированным, а вот бронзу посчитали бы проигрышем. В наше время за бронзу снимали тренера с должности. К сожалению, сейчас после развала СССР бронза уже считается большим достижением для российского баскетбола. Радуемся, если попали на чемпионат мира. Баскетбол в России сейчас в упадке. А за казахстанским баскетболом следите?
По интернету смотрю матчи баскетбольной Астаны в единой лиге ВТБ. Когда они приезжают в Москву на игру, прихожу иногда, смотрю тоже. Конечно, мне не нравится, что клуб много иностранцев-легионеров. По такому же пути пошли и в России. При таком подходе, на мой взгляд, не развивают своих спортсменов, и для сборной страны это не очень хорошо. Живя долгое время в Москве, не забыли родной казахский язык. Я до сих пор все понимаю сразу, когда говорят на казахском языке, но без практики немного трудно говорить на нем в совершенстве, только какими-то простыми фразами. В молодости очень хорошо говорил по-казахски с отцом, с друзьями, всегда на казахском разговаривал, а сейчас из-за отсутствия практики говорить на казахском мне немного сложно.